было удивительное время, когда в одной редакции было столько профессионалов, музыковедов. Телевидение – это прежде всего труд. И меня иногда удивляют молодые девушки, которые приходят на телевидение и начинают свою работу с гримерки. Это, конечно, неверный путь. Для меня телевидение – это полное погружение в профессию. Только на одном примере Мустая Карима можно сказать, что башкирское телевидение практически сегодня собрал живую историю Башкортостана в лицах и событиях. Перемен требуют наши сердца, перемен. Мы ждем перемен. Конец 80-х, начало 90-х. На телевидении и в художественной редакции естественная смена поколений. Сплав опыта. Альда Валеева уже признанный мастер, журналист, отлично разбирающийся в искусстве. Литература, живопись, театры. Борис Федорович, что побудило вас, башкирского художника, которого хорошо мы знаем как вдохновенного певца уральской природы, обратиться к Москве, к Красной площади? Ведь ее писали многие советские живописцы. Башкортостандың халық артисткаһы Фарида. Фарид Бекбулатов, знаменитый уже тогда певец, ведущий. Вместе с режиссером Закиром Исмагиловым они делали цикл программ о народном творчестве. Художественную редакцию после ухода на пенсию Раисы Семеновны Стрижковой возглавила Аниса Гафуровна Тимирбулатова. Она умело соединила сплав мудрости и молодого дерзновения. Они требовали перемен. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Салават, он Азамат. Впрочем, это не важно. А что тогда важно, Салават? Ну, важно то, Азамат, что скоро кончится лето, но не было по-настоящему теплой летней погоды. И мы с тобой ни разу не искупались. Впрочем, наверное, как и вы, дорогие телезрители. Погода была по большей части пасмурная. Да и передача наша тоже по стать погоде. Извини. Впрочем, увидите все сами. За работу. Ну, я был студентом 5-го курса исторического факультета и работал в газете «Истоки». И вот как-то на какой-то, значит, такой вечеринке журналистской там, или там такой исторической вечеринке познакомился с Фаимой Мазитовой. И вот она говорит, что вот я работаю в молодежной редакции, у нас освободилось место, появилась вакансия, там работал Миша Трофимов в программе «Эхо». Не хочешь ли себя попробовать? Ну, я сказал, что, ну, почему бы нет. Вот, и вот это приключение затянулось на 25 лет. То есть, вроде как зашел на 5 минут и, в общем-то, попал сюда и засосало. Нам было просто интересно. Мы, ну, сейчас уж можно сказать, наверное, баловались тогда в профессии, пытались все попробовать, все изобрести. Вот, я помню, как наша шумная команда наводила шороху здесь на телецентре. Но самое интересное, да, меня всегда это поражало. Мы хулиганили по-страшному, что только не творили. Вот. Но самое интересное, что нам всегда везло на руководителей, что Аниса Гафуровна Тимирбулатова, что Салават Михайлович Кильдин. Это были люди, которые относились ко всему с пониманием и всегда, что бы мы ни делали, говорили, ну, они же талантливые, ну, типа, пусть работают. Я помню, значит, у нас по утру всегда летучки происходили, и где, вот, в общем-то, высказывались мнения там, по тем или иным программам. И вот встал мэтр телевидения тогдашний, в принципе, он и сейчас мэтр, Азамат Саитов. Но тогда, в 90-х годах, хоть просто его популярность, она просто зашкаливала до небес. И вот он, вот посмотрите на этого молодого человека, значит, это вот, в общем-то, подающий там надежды журналист. Ну, что-то вроде этого сказал. Коллектив целый возник программы «Эхо». Это Азамат Аль-Мухаметов, Денис Бабаев. И вот мы, это такая вот святая троица, там начали, в общем-то, тут на уши ставить телевидение, там, когда тут все там и ругали нас, и что только тут не было. И вроде и хвалили, и ругали, и по-всякому. Ну, мы молодые люди были, в общем-то, бесшабашные в какой-то степени. Вот. Мы, конечно,
есть такое слово, косячили по-страшному. Иногда бывало эфиры срывали. Вот, по разным причинам, о которых даже сейчас стыдно говорить. Вот, но теперь оглядываешься и понимаешь, что без этого, наверное, нельзя было сформироваться в профессии. Сделали там хит-парад программы «Эхо», там первый, там, скажем, хит-парад на нашем телевидении. Там, вот период молодежки, вот это мне почему-то хорошо, в общем-то. Я это воспринимал как некое событие. Вы получите сотни исчерпывающих ответов. Ток-шоу «100 вопросов», ток-шоу на все 100. Самое первое спасибо – это Анисия Гафуровна Тимирбулатова, потому что замечательный был человек, очень многому меня научила. Причем делала настолько спокойно. Я никогда не слышал, чтобы она повышала голос. Я понимал, что она со мной разговаривает как с сыном, а не как со своим подчиненным. Это человек, который меня, в принципе, привил любовь к этой профессии. Аниса Гафуровна, она собрала в музыкальную редакцию специалистов, она собрала музыковедов. Миляуша Абраровна, она занималась профессиональными певцами, оперными певцами, танцорами, балетом. У нее были персонали. Замечательный проект «Млечный путь», аналога которому нету до сих пор. Гузель Ленаровна, она работала с театром. У нее передачи были посвящены масштабным премьерам, композиторам, эстрада, джаз. Лейла Ралбаева, у нее была стезя, она работала по теме молодые композиторы, молодая профессиональная музыка, молодые исполнители. Ляйсян Мулабаева, у нее была совершенно замечательная передача, обзорная, о музыкальной жизни республики. И я работала с передачей «Золотое наследие» – это фольклор. И мы делали с Зульфией Миньяровой программу «Мелодии прошлых лет». Мы обратились к нашим архивам, к нашему кинофонду, к кинономерам, которые копились долгие годы. Это действительно наше богатство. И вы знаете, оказалось так интересно листать вот страницы вот этой истории. Каждый из редакторов, каждый из журналистов работал со своим режиссером, и это тоже было очень значимо. «Млечный путь» Зульфия Миньярова, все клипы Зульфия Кулдавлетова, Гузель Азаматова, концерты ПТС. Далее у Гузель была такая хорошая черта, она работала с молодыми. Заура Ильясова, которая была по своей профессии юрист, вдруг у нее проявились от ассистента режиссера какие-то режиссерские наклонности. Этот проект был в эфире 9 лет. За свои эти долгих 9 лет не единожды становился лауреатом проекта международных конкурсов. Даже мы получали грант Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Я безумно благодарна Гузель Азаматовой, потому что так случилось, что вот танцевальные проекты мы снимали вместе с ней. Вильдан Магужин, который, к сожалению, к великому нашему сожалению, рано ушел из жизни, был очень умный, очень порядочный, очень знающий и очень устремленный молодой человек. Он был знаток башкирской музыки, знаток фольклора, кураист. И он был настолько, он настолько горел вот всем этим, ему хотелось работать и вот в этой области, фольклорной области, ему хотелось сделать и какие-то молодежные программы. Вместе с ним мы делали «Башкорт Йора», это конкурс исполнителей эстрадной молодежной песни. Режиссеры были замечательные. С Флюрой Сабировной мы сделали столько вещей, она многому меня научила. К сожалению, ее тоже сейчас нет. В 90-м году к нам пришел Юлаиш Булдович Ганединов, известный наш кураист, знаток фольклора. Тогда еще не было отдельной редакции «Хазина». Все это было в музыкальной редакции. И, естественно, он как главный знаток, он занимался только фольклором.
я впервые переступил порог телевидения в 1969 году. В 1968 году я приехал в Уфу учиться в первую республиканскую школу-интернат номер 1. Там был кружок кураистов, которым руководил известный кураист-педагог Адигам Искузин. Мы в телевидении в прямом эфире играли на курае Систенко. Аккомпанировали Адигам Искузину, когда он пел. А далее, вот 80-е годы, несколько раз уже в качестве кураиста-солиста пришлось участвовать в новогодних передачах. В 1986 году были записаны 7 передач с участием руководимого мною детского фольклорного ансамбля «Хорнай», средняя специальная музыкальная школа при Уфимском государственном институте искусств. 7 передач. Автором сценария и ведущим был я, редактор Сарвар Сурина, режиссер Ахмед Якупов. Далее, в конце 80-х, пришлось участвовать в качестве соведущего в передачах Альфии Батталовой. Видимо, вот так я постепенно заболел телевидением, созрел, написал заявление, меня приняли. Меня вызывает генеральный директор гостелерадиокомпании «Башкортостан» Салават Амирханович Кильдин, спрашивает: «Юлай, есть какое предложение?» Я отвечаю: «Салават Амирханович, побольше бы внимания народному творчеству. Вот сегодня есть в основном представители старшего поколения истинные народные таланты. С их уходом мы можем потерять такие сокровища, которые невосполнимы». И вот так было создано творческое объединение «Хазина». В разные годы в творческом объединении «Хазина» работали редакторами Сарвар Сурина, Альфия Батталова, Лейсан Нугуманова, Румия Афлятунова, режиссерами Ахмед Якупов, Анвар Нурмухаметов, Фирдаус Харисова, Велюра Исандавлетова, Наиль Хамитов, Салават Итбаев, ассистентами режиссера Альфина Каюмова, Рамиля Султангулова, Ульсара Ахметова. Мы с коллегами готовили передачи, можно сказать, со всех регионов, где проживает башкирское население, в 2 направлениях: духовное наследие и материальная культура башкирского народа. В передачах «Хазина», «Нагыш», «Рухият», «Атайсал» и так далее. В творческом объединении «Хазина» 18 лет. Фестивали, войлочники, шалевязание, народные промыслы, исполнители песен, да? Уже совсем другие. Сесены, Урал-Батыр, эпос Урал-Батыр. Значит, в середине 90-х годов из передачи «Хазина» отпочковались передачи «Шежере» и «Сесен», которые вели ученый-историк Анвар Закирович Асфандияров и ученый-фольклорист Ахмед Мухаммед Валеевич Сулейманов. Мне самому посчастливилось делать передачи «Хазина» даже из дальнего зарубежья, из Японии, Турции, Австрии, Германии. Иногда, когда услышишь духовное богатство в исполнении молодого, может быть, даже не только молодого исполнителя, духовного сокровища, которое впервые прозвучало в «Хазине», то вот есть, конечно, чувство удовлетворения, что в какой-то мере что-то удалось.
Почему я говорю в какой-то мере? Потому что я уверен, что есть такие духовные сокровища, которые ждут, чтобы их записали и увековечили в телевидении. Одним из моих сильнейших операторов был Артур Ханов. Я очень ему благодарна. Он просто один работал как ПТС. Мы много снимали передач по истории деревень и орнамент. Более 200 передач у меня орнаментов. Я очень благодарна своим операторам Исмагилу Кудакаеву, Эдуарду Гайнанову. Душой они работали вот именно на орнаменте. Творческое объединение «Тамаша». Если сегодня это истории, то тогда было это что-то такое громкое, привлекательное. Это слово стало популярным по всей республике. И даже через год республиканский журнал о культуре Башкортостана тоже стал выходить с названием «Тамаша». «Тамаша» дословно переводится «зрелище». Конечно, можно и как шоу, но это больше зрелище. Наш аксакал Еркен Анварович Якшидавлетов, заслуженный работник культуры Башкортостана, вел передачу «Замана», «Эпоха». То есть это встреча и столкновение мыслей, мнений, философий разных эпох, взрослые, молодые. И каждую проблему, каждую встречу на тему дня он превращал в такие философские размышления. Еркен Анваровича сейчас нет уже в живых, как говорится. Иногда я, в мыслях всегда вспоминаю о нем, да. Что-то ему рассказываю. Какие-то, например, всегда бывает у журналистов какие-то споры. Как-то вот это выражение, как нужно написать, правильно выразиться, там, окончание, все. И я всегда вспоминаю, что Еркен Анварович сказал бы так, он бы сказал так. Именно Еркен Анваровичу Якшидавлетову принадлежат существующую до сегодняшнего дня уже за пределами телевидения, в стенах филармонии, проект «Казак и Мазяк». Это он придумал этих героев, он сам писал сценарии, он сам вместе с режиссером, нашим большим режиссером Анваром Абубакировичем Нурмухаметовым делал эти передачи. С января 1991 года мы запустили программу, так называлась она, «Сегодня пятница». То есть пятница – это время, с одной стороны, такой мусульманский день, это не случайно. С другой стороны, мы сразу не начинали с тем ислама, а к этому подошли постепенно. Сначала это было какое-то... Цель наша была возрождение наших каких-то духовных традиций, обычаев национальных. И буквально в течение года эта передача превратилась в просветительскую программу о ценностях ислама. Начинала ее я автор проекта. В течение 10 лет Еркен Анварович эту программу сначала просто вел, потом начал готовить, потом стал единоличным автором, потом даже сам снимал, сам разъезжал по всей, не только республике, а стране, а по всему миру, можно сказать, и делал такие запоминающиеся передачи. Я рада, что эта передача живет по сей день и ведет и эту программу также преданный, грамотный человек Марат Лукманов. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Передача у нас «Писатель и время» практически стала еженедельной. В начале 90-х на башкирские передачи про литературу, про силу слова, про родной язык вела сначала поэтесса Аниса Тагирова. Умная, грамотная, нежная поэтесса, соответственно, и передачи у нее были. Танзиля Давлетбердина, она проработала около 6 лет, и в нашем архиве тоже очень много передач. Это передачи такие не разовые, оперативные, а именно аналитические, большие, нестареющие передачи. Сам факт, что именно подобной темой в основном занимались профессионалы,
оно поднимало престиж и этих передач, и самого телевидения. Ежедневно мы с нашими опытными режиссерами, основателями башкирского телевидения Амиром Абдразаковым и Наиль Хабировичем Тибеевым просматривали фондовые передачи и в каждый день, как в копилку, складывали и переводили материалы со старых магнитных носителей на современные и переводили их в наш постоянный фонд. Мы записали сотни спектаклей. Практически все театры, русские, башкирские, татарские, с 90-х по 2000 год, они как бы даже вставали в очередь, чтобы мы их успели записать, чтобы успели показать. Ну и потом другой момент. Все-таки произведение сценическое, оно рассчитано на публику в зале. Телевидение способно вот это вот не просто тиражировать, а обогащать миллионы людей. С Татарстаном, где я получила профессиональное образование, у меня сложились такие отношения, что первые, скажем, оперативные передачи «Уфа-Казань. Мост дружбы», которые создавались конкретным событием, стали постоянными. Я в течение 10 лет занималась обогащением наших культур. Приятно, что эти же программы повторялись в Татарстане. И я думаю, что если мы говорим о гражданском согласии, о межконфессиональном согласии, о стабильности в нашей республике, то вот эти передачи обязательно сыграли огромную роль. Те же передачи «Уфа-Казань. Мост дружбы», та же «Юма», которая объединяла все мусульманские народы. Хайырлы сәгатьтә, дуслар. Бүген һезне тагыла бер кызыклы очрашу көтә. Безнең студияла, тамашала, кунакта ике тугандаш халыктың, башкорт һәм татар халкының әдипләрен берләштерүче оешма вәкилләре. Башкортстан Язучылар союзы идараһы рәисе, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Денис Бүләков һәм Татарстан Язучылар берлеге рәисе, Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт бүләге лауреаты Ринат Мөхәммәдиев. Мы открыли программу «Дорога к храму», которая также стала востребованной населением, также полюбилась. «Дорога к храму», которую готовили Елена Косарева, потом Ирина Минигалеева и режиссер Елена Ардуанова. Они не раз побеждали на российских и международных телевизионных форумах. На сцене за кулисами это видимой и невидимой стороне, скажем, творчества театралов, театров. И эти передачи проходили еженедельно. Мы выходили сами в народ. Первые телевизионные турне по нескольким районам одновременно с творческой бригадой, куда входили не только наши сотрудники, но и наши активисты, писатели, артисты, которые постоянно являются, скажем, соавторами телевизионных продуктов. Мы выезжали в районы, к примеру, в 1998 году запомнился такой вояж по 6 районам Северо-Востока, после которого даже был принят государственный документ об особых, скажем, условиях для подъема социально-экономического положения этих регионов. Вот какова была сила телевидения.
Вот у каждого человека в жизни бывает кумир. Для кого-то это отец, для кого-то мать. Мустай Карим был для меня не просто писателем. Он был для меня как отец. Я практически фиксировала каждую встречу, каждое важное событие из жизни Мустая Карима, каждое событие культурное, связанное с его именем, основанное на его творчестве. Я записала практически все спектакли, поставленные театрами нашей республики по произведениям Мустая Карима. Я с ним выходила и в прямой эфир, и делала фильмы про его творчество, про этапы жизни. И получилось так, что со временем, особенно когда не стало Мустаи Карима, я поняла, что это вообще главное, что я сделала в жизни.